Когда ты приезжаешь с какой-нибудь конкурса, с гастролей и приходишь в родной театр, ты готов целовать свою сцену, настолько она тебе родная, это уже как дом. С журналистами, когда встречаюсь, вот говорят, ну, многие ездят, уезжают в Москву, в Питер, да, поработать. Почему вы не съездите туда, вот не поработаете? Конечно, можно, но мне настолько комфортно в родном театре, в родном городе, в своей семье, что... Театр. Для большинства его обитателей это второй дом. В 1994 году на правах артистки поселилась в нем студентка хореографического училища. Танцуя в кардебалете, мечтала солировать. Уже солисткой стремилась ведущая. Удача улыбнулась ей, и на 3-м курсе она дебютировала в «Щелкунчике» Чайковского в партии «Мари» в постановке Юрия Григоровича. Вот сейчас я вошла в этот зал, и у меня очень много воспоминаний нахлынуло, потому что очень часто делаем здесь какие-то вот репортажи, как сегодня, да, какие-то съемки бывают. И, наверное, первое мое такое памятное интервью было дано здесь, в 1999 году, когда я приехала из Киева. Это была моя первая победа на международном конкурсе. И, конечно, меня переполняли чувства, и мы сидели с Шамилем Ахметовичем, тогда художественным руководителем нашим. Мы с ним сидели, вместе размышляли, вспоминали, как прошел конкурс, потому что для него это была такая же победа, как и для меня, потому что он со мной готовил, и он за меня болел, и мы вместе ездили на конкурс, и, естественно, он был очень рад за меня. И поэтому я думаю, что с этим залом связаны очень приятные воспоминания. И надеюсь, что и в будущем будут еще какие-то знаменательные события, которые будут вызывать у меня какие-то положительные эмоции. Вы упомянули 99-й год в Киеве. Это конкурс Сержа Глифаря. Было много конкурсов, было много премьер. В нашем театре, слава богу, очень хороший, богатый репертуар, и он пополняется постоянно. То есть артисты растут, развиваются, есть возможность посмотреть, благодаря, например, Нуриевским фестивалям, есть возможность посмотреть на звезд, поучиться у них. У нас была возможность огромная ездить по разным конкурсам. Это очень большое дело, потому что многие артисты приезжают за свой счет, то есть и шьют костюмы, и за свой счет добираются до пункта назначения. Если, например, это Будапешт, вы понимаете, что это создает сложности. Да? Понятно, что в Пермь, например, добраться легче. Но если это какая-то страна европейская или, например, Америка, то, естественно, туда добираться уже сложнее. И многие просто не могли себе позволить съездить на конкурсы. В этом плане театр нам очень-очень помогал. Ну и, конечно же, постановки. Каждый сезон у нас были новые постановки, и это были хорошие, качественные спектакли, которые собирают зрителей и интересен зрителю. Репертуар – это очень важно.
Незабвенный Шамиль Тыригулов. Судьба необыкновенна его, где-то в чем-то трагично, но это человек не просто с большой буквы, это громадина, махина. Шамиль Ахметович, очень жалко, что он ушел так рано из жизни, потому что я считаю, что он не раскрыл до конца свой потенциал. Это настолько был талантливый человек в том плане, то, что и как педагог он очень многое давал. Я помню свою первую репетицию с ним. После этой репетиции я ушла настолько окрыленная, мне показалось, что я выросла вот за эти 45-60 минут, я выросла просто как балерина значительно, как будто он в меня вложил за этот час опыт годовалых репетиций. Вот знаете, настолько было интересно с ним репетировать, настолько он тонко, по-философски подходил к каждой партии и преподносил тебе ее так, что ты начинал уже не задумываться не о движениях, а о сути, наверное. И движения получались сами собой. Это очень важно. И, конечно же, я очень ему благодарна, потому что с его легкой руки я начала танцевать ведущие партии в нашем театре. Это 3-й курс училища, девочка, которая не имеет практически никакого опыта, тем более уж нет ни одной ведущей партии. И он с разрешения Григоровича Юрия Николаевича, он разрешил мне станцевать, вернее, доверил мне станцевать партию Мари в «Щелкунчике» в театральной постановке. О Гузель, наверное, можно говорить все только в превосходной степени. То есть, она с самого начала работы в театре, еще когда она училась в училище, она 2 последних года училась в училище и работала уже в театре, она уже в то время себя проявила большой труженицей. И она, конечно, сделала, безусловно, большие успехи за короткий срок. И быстро вошла в ведущий репертуар театра. Все, что она делает, все она делает с умом, с огромным желанием и с большим профессионализмом. Это, конечно же, огромнейшее доверие. И я считаю, что, наверное, я все-таки оправдала его. Мне хочется верить в это. И я думаю, что он сделал, наверное, меня как балерину в этом плане. В том плане, что дал уверенность в себе и направил в нужное русло. В мае 2013-го восстал «Спартак». 4 десятилетия спустя Юрий Григорович вновь повторил свою легендарную постановку с историческими декорациями Симона Версалаци, с гениальной музыкой Арама Хачатуряна в стенах Башкирского государственного театра оперы и балета. Наверное, для каждого театра счастьем является, если поставил спектакль такой мэтр, как Григорович. Это однозначно поднимает и балетные труппы, и театр в общем на более высокий уровень, вы правы. Тем более, что Юрий Николаевич не ставит свои спектакли, если труппа, по его мнению, не дотягивает до нужного уровня. То есть это говорит о том, что наша труппа сейчас находится в хорошем состоянии.
имеет хороший уровень. Иначе бы премьера просто не состоялась бы. И я очень рада, что я причастна была к событию, которое произошло 30-31 мая. Это вот премьера «Спартака». Эта партия – некий символ женственности. И я думаю, что она мне близка. И я думаю, что еще у меня получится станцевать, и не раз. И моя фригия, наверное, станет немножко другой. Я поищу какие-то новые краски. Для меня это был и опыт, и радость в том плане, то, что я смогла станцевать в премьере, потому что творческий подъем был необыкновенный в труппе. Все артисты работали на максимум. Это очень чувствуется. Особенно, когда ты выходишь на сцену, и ты чувствуешь вот эту силу кардебалета, солистов. Это такая по-особенному заряженная атмосфера премьерных спектаклей. Да, потом будут спектакли вновь и вновь, но вот эта вот атмосфера именно премьерного спектакля, она не повторится.
Все-таки российский зритель, советский зритель привык к этому спектаклю, знает это действо очень даже хорошо, потому что это один из редких счастливых моментов, когда спектакль был отснят на пленку и годами демонстрировали по центральным каналам, периодически повторяют. Мы привыкли к Васильеву, мы знаем, каким должен быть Крас. Хочет, не хочет зритель, но сидит и сравнивает. Получилось так, что изначальный назначенный партнер Ильдар Маняпов, он не смог станцевать по причине травмы, и в срочном порядке вызвали Алексея Шлыкова из Краснодара, из балетного театра Юрия Григоровича. Этот партнер, конечно, мне очень импонирует, потому что мы с ним сразу же хорошо сработались. Это действительно опытный партнер. И партия у него очень проработана, очень вдумчиво. То есть он отталкивается, наверное, больше от сюжета, от внутренних каких-то переживаний и уже выдает, нет, не Васильевского «Спартака», а другого немножко, конечно. Вообще, если честно, наверное, никто не сможет уже повторить тех легендарных артистов в этом спектакле. И все об этом говорят, когда начинают готовить эту партию. И как «Спартака», так и «Краса», да. Но я считаю, что Алексей, он сделал своего «Спартака» не менее убедительного, потому что от него исходила такая мощь, такая сила во время спектакля. Я чувствовала, что вот он готов меня защитить, никому не дать в обиду. Это настолько было прочувствовано, и я думаю, что он убедил зрителя в своем «Спартаке». И в плане чисто техническом, конечно, никаких нареканий. Это было очень и приятно работать как с человеком, так и как с профессионалом. Действительно, на должном уровне. Вы знаете, я даже в какой-то мере поучилась у него. Он мне подсказал очень много моментов, интересных нюансов, которых я даже не знала. Это было как бы и полезно и мне, и интересно в то же время. Я надеюсь, что у нас еще будет еще разок, еще один опыт, а может быть и не только в «Спартаке», может в каком-то другом спектакле. Мне было бы приятно. «Спартак», триумфально завершивший 75-й театральный сезон, явил еще один облик танцовщицы – Фригию. Роль, прославившая когда-то Екатерину Максимову и Наталью Бессмертнову.
А за 19 минувших личных сезонов Гузель Сулеймановой зритель полюбил и добрую Мари, и нежную Золушку, Лизу в тщетной предосторожности, веселую Китри в Дон Кихоте и коварную, знойную Кармен, Ваханку в Вальпургиевой ночи. Вновь и вновь сочувствовал Нике и поражался непреклонности Гамзате в Баедерке. Зайтунгель, Аврора и принцесса Флорина, Жизель, Сильфида, Адетта Адилия, Мария, Джульетта, Муза. Сколько удивительных образов подарила сцена. Что касается сценических площадок за пределами родного театра, то их конкурсных, фестивальных и гастрольных в послужном списке башкирской балерины полбалетной географии. Гузель Сулеймановой аплодировали в Латвии, Финляндии, Германии, Франции, Чехии, Греции, Италии, Испании, Португалии, Африке, Бразилии, Соединенных Штатах Америки, Таиланде, Китае, Великобритании. В 2008 году в штаб-квартире ЮНЕСКО на гала-концерте мастеров искусств Башкортостана Гузель исполнила адажию из национального балета Степанова Исмагилова «Журавлиная песня». Спектакль, с которого началась балетная история гения танца Нуриева. В театральном сезоне 2008-2009 годов состоялся личный ангажемент примы-балерины Уфимского балета московской труппе «Русский национальный балетный театр» под руководством Амосова-Моисеева, в составе которого Сулейманова выступала в городах Дальневосточного региона – в Китае, США, Гватемале. С московскими коллегами дали более 100 спектаклей мировой балетной классики. С коллективом Моисеева, Амосова мы ездили с моим партнером, с Дмитрием Марасановым, мы ездили в течение 3 или 4 лет. И, конечно, были очень длительные гастроли. И это был и Китай, и Америка, и даже в Гватемалу мы попали. Для меня эти гастроли были очень важны и дали очень большой творческий рост. Действительно, когда здесь, к примеру, понятно, что невозможно давать каждый день балетные спектакли, да, и тем более, чтобы станцевать «Лебединое озеро», надо подождать какое-то время, потому что я не одна ведущая артистка, да, у нас много хороших балерин, крепких и танцующих ведущие партии. Поэтому некая такая очередь есть определенная, и своего часа надо все равно подождать. А там у меня была возможность танцевать за 3 месяца 50 лебединых озер. То есть можно было натанцеваться на многие годы вперед. И, конечно же, там уже никто тебе не делает поблажек. То есть то, что ты там до этого
полдня ехал, летел, не отдыхал, не спал, никому нельзя не пожаловаться на это, да, и никого это не будет волновать. Ты должен выйти на сцену и показать 100% то, что ты умеешь. И так вот в течение 3 месяцев. То есть там такой идет режим нон-стоп, очень жесткий, на выносливость, не только на физическую, но и на эмоциональную, потому что действительно очень тяжело выдавать каждый раз эмоции на хорошем уровне и в 50-й раз, да, страдать, переживать, это действительно очень сложно. Но зато потом, приехав сюда, танцевать балеты, конечно, намного легче. Гастрольная жизнь насыщена, порой утомительна, но каждый раз это новые страны, новые открытия. Незабываемые впечатления от посещения Китая, знакомство с удивительной культурой, с жителями Поднебесной. Но Китай вообще, вы знаете, если мы все-таки приближены больше к Европе, то Китай – это совершенно иная культура, совершенно другая атмосфера там царит. То есть, если это театр, то это театр огромный, не меньше, чем на 3000 зрительных мест. Если это тур, то это тур не меньше, чем там на 2 месяца. Да? Ну, то есть у них настолько они активно прямо развиваются и активно тянутся к культуре, это прям поражает даже. Конечно же, у них в первую очередь это Лебединое озеро. Лебединое озеро, мне кажется, они могут смотреть каждый день. И такая интересная у них психология в том плане, что для них во всем спектакле самые важные 2 момента – это танец маленьких лебедей, который они провожают аплодисментами от начала до конца, и 32 фуэте. Обязательно 32, не меньше. То есть они сидят и считают. И если сделала балерина меньше, то как бы спектакль уже потерял свою изюминку. То есть в этом плане очень серьезно к этому подходит. В Китае мне очень нравится. Хотя многие как приезжали и говорили, мне не нравится эта страна. А мне вот понравилось. Не знаю, мне нравятся люди, которые там... Хотя, конечно, у них опять-таки менталитет такой, что у них нет чувства личностного пространства, потому что их много, и они могут стоять вплотную к тебе и как-то даже не обращать на это внимания. То есть как-то они к этому привыкли и совершенно считают это нормой. Мне нравится их кухня. В принципе, мне вообще нравится эта страна. И даже зрители, пусть он немножко своеобразный, в том плане, что, например, в течение всего спектакля трудно добиться от них поддержки в качестве аплодисментов. Но зато после спектакля они тебя одаривают по полной программе. Несмотря на весьма бурную гастрольную деятельность, ведущая солистка башкирского балета активно занята в репертуаре родного театра, одного из российских театров, живущего своей собственной жизнью, с тихими буднями, порой громкими триумфами, ревностно и с любовью хранящего свои традиции. Всегда по-особому волнительным, а для кого-то судьбоносным является участие в Нуриевских фестивалях. Так, на 14-м фестивале Гузель Сулейманова исполнила заглавную партию в Сильфиде. В 2009 году партию «Музы» в мировой премьере «Прометея» Рустема Сабитова. В 2010-м в дуэте с Дину Тамазлакару из Берлинской национальной оперы исполнила главные партии в «Баедерке» Людвига Минкуса. 17-й Нуриевский фестиваль подарил 7 красавиц Кара-Караева. Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуриева на Уфимской земле, в театре, давшем путевку в жизнь гениальному танцовщику 20-го столетия, вот главная традиция любви и почитания одного из прекраснейших на земле искусств. Вот буквально полгода назад мы ездили в Англию, тоже был у нас
тур по городам Англии и в том числе и Шотландии. Но у меня такая натура, я стараюсь побывать как можно в больших местах, именно связанных с моей профессией, да и вообще с искусством. Это всегда очень интересно. И вот когда у нас выдался свободный момент, свободный день, мы жили прямо рядом, прямо под Лондоном, мы выбрались на спектакль, на вечер балетов в постановке хореографа Макмиллана в Королевский балетный театр, который находится в Ковент-Гарден, да, в центре Лондона. И попав внутрь, в театр, я увидела, ну, естественно, там развешаны фотографии их звезд, очень все так сделано красиво. И стоял бюст нашего земляка Рудольфа Нуриева, и мы сфотографировались, конечно же, с ним. Было очень интересно, очень приятно, потому что даже, вы знаете, вот настолько я теперь понимаю, насколько он просто, наверное, поломал все стереотипы, то есть он просто взорвал Европу в том плане, то, что даже находясь рядом с его бюстом, я стою и понимаю, что он, даже бюст смотрится как-то нечто, что-то такое неординарное среди вот чопорных таких англичан, которые медленно, так спокойно ходят, очень культура такая, то есть какой-то даже его бюст излучает какую-то вот такую энергетику, свойственную какой-то такой природе, очень естественной, да, то есть это какое-то было особое ощущение. Опыт творческих обменов между театральными коллективами часто плодотворен, в том числе благодаря дружеским связям, а также постоянному поиску новых идей, талантливых исполнителей. Так в выступлениях на сценических подмостках Греции совместно с балетной труппой Академического Большого театра России в дуэте с ведущим солистом Андреем Евдокимовым Гузель Сулейманова радовала публику, исполняя главные партии в «Дон Кихоте» Людвига Минкуса и в «Щелкунчике» Петра Чайковского. В 2010 году Сулейманова участвовала в гастрольном туре, посвященном памяти великого хореографа Мариуса Петипа по городам Испании. Затем была Великобритания, и уникальный гала-концерт Рудольфу Нуриеву посвящается. Творческие связи с классическими коллективами страны продолжились в балетной труппе Сыктывкарского государственного театра оперы и балета. Благодаря этим гастролям Гузель выступала на театральных подмостках Великобритании, Шотландии. 2012 год подарил ей дружбу с новой балетной труппой Астраханского театра оперы и балета, где Гузель блистала в партии Адилии в «Лебедином озере» Чайковского в хореографической партитуре Константина Уральского. Вы знаете, я благодарна судьбе. Я станцевала на многих сценах. Это вот правда.
То есть это были и Европа, и Америка, и Таиланд, и Китай, и страны Прибалтики, и по России очень много поездила, и разных сцен повидала, да. Вот в этом плане я благодарна Богу, потому что каждая новая сцена – это каждый новый опыт, это какие-то новые впечатления. И не могу сказать, что я вот как-то была обделена этим, да, и до сих пор меня приглашают в разные театры, и у меня есть возможность танцевать в спектакле. Но что касаемо Большого театра, у меня, ну, как не то чтобы мечта, ну, конечно же, каждой балерине, наверное, хотелось бы хотя бы походить по сцене Большого театра. У меня была такая возможность, мы поехали на конкурс, который проходил в Большом театре. И это, по-моему, был 2002 год. И мы там станцевали. Правда, мы прошли только 2 тура, вся наша команда уфимская. Но, тем не менее, мы можем сказать, что мы танцевали в Большом театре. И мы даже сидели с девочкой как раз из Киевского театра, ведущей. После 2-го, по-моему, тура, она говорит: ну и что вот я вот не прошла. Зато я танцевала на сцене Большого театра. Я действительно подумала, надо радоваться тому, что ты смогла побывать там. Но сейчас, вот в данный момент, у меня нет какого-то там, какой-то цели такой, чтобы вот да, вот я хочу станцевать там, хочу там. Нет, у меня нет такого желания. У меня есть желание, наверное, успеть попробовать что-то новое. Какие-то новые постановки, может быть, другая немножко хореография, может быть, что-то такое неоклассика или современная хореография. Наверное, больше вот как бы желание направлено в эту сторону. Яркая сценическая внешность, прекрасные актерские и технические данные, трудолюбие и целеустремленность, и, как подмечают критики, музыкальная эрудиция с великолепным владением стилистических особенностей исполняемых партий снискали признание у публики. С каждой премьерой, каждой ролью танцовщица завоевывает очередную высоту, открывает незнакомые горизонты, постигает новые знания. Никогда не останавливаться на достигнутом. Этот девиз выпускница Казанской академии культуры и искусств ныне претворяет в Академию русского балета имени Вагановой. Я очень рада, что я поступила в Академию русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой. Во-первых, я получаю там массу интересных впечатлений, так как это мекка балетного искусства, где обучаются самые одаренные кадры, да, и есть возможность посмотреть, поучиться, пожалуйста. И помимо этого я получаю новую профессию. И говоря об устремлениях, есть еще личного характера устремления. Стремления личного характера очень простые. Как бы человек не состоялся в своей профессии, в своем деле, да, все равно, тем более, если это женщина, все равно хочется состояться и как, наверное, супруга и жена, и чтобы были дети, и семья, наверное, больше как бы об этом мечты мои. Семья, наверное, это основополагающее у каждого человека. В моем случае это особенное что-то. То есть эта семья – это крепость, дом, любовь, забота, близкие люди, которые готовы всегда тебе помочь, всегда тебя поддержать. Ну и здесь, наверное, здесь, дома, я себя всегда чувствую ребенком в какой-то степени, потому что я здесь обласкана, и столько внимания, столько заботы, что хочется окунуться в те года, когда ты был совсем ребенком. И, наверное, чтобы детство не кончалось, да. за мною мчалось. Вот такие, наверное, чувства. О чем мечтал ребенок Гузель? Ребенок Гузель быстро перестал быть ребенком, потому что поступление в училище в хореографическое, оно уже ознаменовало уже взрослую жизнь, наверное, потому что уже жила я там с 10 лет,
было очень сложно по утрам вставать, далеко ехать. Класс начинался классического танца рано, хотя уроки все начинаются в 9 часов, мы начинали и в 7:30, а надо было еще и разогреться до урока. Поэтому все 8 лет обучения я прожила в общежитии хореографического училища. Но все-таки в детский период, кроме мечт о балете, других не было? Продавец мороженого, шаров. Мечт о балете не было изначально вообще, в принципе, до начала обучения. Да? Наверное, мечталось больше пойти по стопам родителей. Мой отец врач, и я грезила себя видеть в будущем, наверное, врачом. Как-то было это ближе мне. А так, для общего развития я ходила в танцевальную студию, и уже с этой танцевальной студии, с педагога Натальей Маркедоновой, которая буквально за руку меня привела в училище, вот с этого начался мой путь в балете. Я попала в класс знаменитой Людмилы Васильевны Шапкиной, очень строгого, требовательного педагога. И вот все 8 лет она вела наш класс и дала нам основу, дала путь, указала в балетный мир. То есть все, что я из себя представляю, изначально все дала она мне. Потом уже в театре я начала работать с другими педагогами. И с тем Шамилем Ахметовичем готовились мы, постоянно на конкурсы готовились с ним. А сейчас я больше работаю с педагогом, уникальным, на мой взгляд, Сабировой Галиной Георгиевной. Очень вдумчивый педагог, очень интересный в том плане, что она отталкивается от индивидуальности каждого актера. То есть каждому актеру у нее особый подход. И она очень грамотно подводит актера к партии, готовя ее. То есть, когда с ней начинаешь работать, чаще всего думаешь о роли, а не о движениях как таковых. То есть роль уже определяет тип движений. Тот же самый, например, арабеск можно сделать по-разному абсолютно, да? Но можно сделать его трепетным, можно летящим, парящим, можно испуганный, то есть массу вариантов. Но определяет этот арабеск характер твоей партии. Вот она очень тонко работает над этими нюансами и пытается вытащить из человека, из индивидуальности все плюсы, все хорошие задатки, то, что дала природа, то, что человек имеет, и скрыть минусы и недостатки. Это очень важно. У вас много недостатков? Как балерина или как человек? То, к чему вы стремитесь, не обязательно объявлять его недостатком, а что бы я хотела? Ну, вы знаете, если честно, артисты балета – это… Я не хочу применять слово «закомплексованные», но очень копающиеся в себе люди. Это чаще всего, особенно кто состоялся в своей профессии, это люди, которые занимаются постоянным самоанализом. И то есть недостатков найти у себя каждый артист балета сможет миллион. То есть каждый спектакль будет разные недостатки. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы матушка природа наградила более хорошими данными изначально. То есть это хорошая растяжка, хорошая гибкость, наверное, я не знаю даже, артистичность. Но сейчас, на данный момент, я даже не хочу говорить, что это недостатки. Я говорю, что недостатков можно найти очень много. Но, так скажем, если мы переводим на мечты, я бы хотела, чтобы у меня в будущем было хорошее здоровье, которое бы мне позволяло бы еще танцевать. Вот это, мне кажется, самое главное, самое важное для артиста балета. Остальное можно отрепетировать, можно скрыть какие-то недостатки за счет костюма, если умно подойти к этому вопросу, да. Но если не будет здоровья, то человеку очень сложно
А если бы вы не стали балериной, кем бы вы стали? Ну, я думаю, все-таки, наверное, врачом. Хотя, вы знаете, моя профессия, она в то же время мое хобби. И вот так же в других профессиях я могла бы найти интерес. Наверное, это было бы что-то, если не врачом, то, может быть, журналистика. Я понимаю, насколько сложная эта профессия, потому что я видела прекрасно, когда была маленькая. Я засыпала все время тогда, когда моя мама садилась писать. То есть она ночами сидела и писала свои статьи, а утром вставала и уезжала в командировку. То есть это все время постоянное какое-то состояние нон-стоп, и которое не давало ей даже расслабиться в выходные. То есть она даже в выходные она работала. И я понимаю, что это очень тяжелая профессия. Да, профессия артистки балета сложная. Она физически сложная и эмоционально тоже. Но я не могу сказать, что профессия журналиста менее сложная в этом плане. Это, если ты делаешь качественно какую-то работу, то я думаю, в каждой профессии есть свои сложности. Ну и свои прелести тоже. Профессия врача, она, конечно, тоже в некотором смысле и романтична, но, с другой стороны, это хранители нашей жизни, не больше, не меньше, да? Ответственные за наше будущее. Я в широком смысле слова говорю. Отец ваш, человек в белом халате. Мне кажется, что такого папы больше нет ни у кого. Конечно, я, может быть, сейчас немножко хвастаюсь, но правда. Папа – это вот каменная стена. Это опора для всего нашего женского состава. У нас даже сейчас наш домашний питомец – и то девочка, Рыся. То есть он как какой-то, наверное, даже молниеотвод, что ли, наших женских эмоций, такая обитель спокойствия. То есть все решения мы принимаем только после согласия нашего папы, потому что действительно настолько мудрый человек, наверное, и он беспредельно любит семью. Я таких пап еще не видела. Я, конечно, безумно рада, что у меня семья такая вот эталон, наверное. Эталон семьи, идеальная семья. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Потому что всю жизнь мы вот живем, и мы учимся у родителей. Это взаимопонимание полнейшее, это взаимоуважение. И я очень бы хотела, чтобы моя семья была вот такой же. Мне кажется, это большое счастье. Прийти домой и знать, что тебя любят, ждут и понимают. Старинная пословица «лучше синица в руке, чем журавль в небе» с точностью да наоборот применима к Гузель, ее искусству. Ведь как прекрасен полет недосягаемого журавля, единственной из птиц, танцующей в небе.